Селям алейкум, здравствуйте. В прямом эфире телеканала «Милет» программа «Бызым Аккымыс. Наше право». И я ее ведущая Оксана Лобода. Сегодня мы будем говорить о взносах на капитальный ремонт многоквартирных домов. Выясним, кем они собираются и на что их потратят, а также узнаем, как рассчитывается размер оплаты за капитальный ремонт дома. Отвечать на вопросы будет генеральный директор некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Республике Крым» Михаил Баландин. Михаил Алексеевич, добрый вечер. Добрый вечер, уважаемый. Михаил Алексеевич, наши журналисты подготовили сюжет, из которого мы можем узнать, как крымчане отреагировали на первые платежки, которые они получили для оплаты за капитальный ремонт дома. Давайте посмотрим. Давайте. К ежемесячным квитанциям за свет, газ, воду и квартплату добавилась еще одна – оплата за услуги капитального ремонта. Жительница микрорайона Фонтаны Нелли Османова проживает в двухкомнатной квартире площадью 52 квадрата. Она рассказывает, что их дом новый и ремонт в нем не требуется. Женщина возмущена. Такое нововведение ее не устраивает. Квитанции уже за сентябрь. Разговор был, что с октября будут начисляться. Сентябрь и октябрь. Моя двухкомнатная квартира, мне начисление 317 рублей. Наш дом новый. Значит, мы будем такие суммы отчислять. Мы ремонта не увидим лет 15-20. Светлана Асанова одна проживает в двухкомнатной квартире. Площадь ее жилья такая же, как и у Нелли Османовой. За сентябрь и октябрь ей начислили более 600 рублей. Если по истечению 2 месяцев она не оплатит эту услугу, женщине выпишут штраф. Как нам обещали, что за капремонт жилого здания людям свыше 70 лет будет 50%, а после 80 вообще бесплатно. Вот прислали квитанции, никаких нет льгот. Дали телефон горячей линии, они не отвечают. Стоит отметить, что в Крыму уже создан региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов. Данная программа подразумевает ежемесячный взнос, начиная с 2016 года. Обязательный взнос для людей, проживающих в многоквартирных домах. Потому что у них в соответствии с жилищным кодексом точно так же возникает обязанность по содержанию своего дома, как и у частного домовладельца. Однако это не значит, что деньги не будут выделяться из регионального или федерального бюджета, отмечает директор фонда капитального ремонта Михаил Баландин. Не только за счет жителей, но и за счет государственной поддержки проводить эти капитальные ремонты. Была разработана и утверждена краткосрочный план 15-16 года по 384 домам. Это адресный список. На каждом из данных домов был проведен всего лишь один вид капитального ремонта за счет выделенных средств. Из фонда содействия реформирования ЖКХ было выделено 654 миллиона именно с федерального бюджета. Сумма приходящих квитанций варьируется от 150 до 500 рублей, иногда и выше. Все зависит от квадратуры квартиры. Например, хозяева однокомнатных квартир площадью 25 квадратных метров будут платить по 154 рубля в месяц, двухкомнатных, а это 48 квадратных метров, 295 рублей, трехкомнатных 65 квадратных метров, 400 рублей. За эти деньги каждые 30 лет будет производиться капитальный ремонт. Сокращая срок реализации, нужно повышать минимальный взнос. Вот чтобы как бы было для всех слоев населения это доступно и произведен оптимальный вариант, когда в течение 30 лет мы выполним эту программу, отремонтируем дома. Причем некоторые виды работ подразумевают проведение за этот период 2 раза проведения капитального ремонта. После 1 января 2017 года жители многоквартирных домов будут получать единую квитанцию на оплату всех видов коммунальных услуг. Сюда войдет и оплата за капитальный ремонт. Нариман Тарсинова, Султания Ситакаева, Умер Мустафаев, Эдем Исмаилов, телеканал «Милет». Михаил Алексеевич, с чем, на ваш взгляд, связана вот такая в большинстве случаев негативная реакция жителей многоквартирных домов на то, что нужно делать взносы на капитальный ремонт дома? Ну, прежде всего, хотелось бы заметить, что это новая программа в нашей Республике Крым, которая действительно стартовала у нас с 1 сентября, хочу заметить, для всех жителей Республики Крым. Обязанность по оплате взноса
В соответствии с этим первый платежный документ он поступил в октябре за сентябрь. И так в дальнейшем каждый месяц, по истечению месяца, будет производиться текущие начисления за прошедший месяц. Чтобы успокоить прежде всего жителей, да, действительно, это новый вид платежа в республике. Во всех других субъектах Российской Федерации эти программы уже стартовали еще в 2013 году. Такие регионы, как Татарстан, Башкортостан, они данные программы начали реализовать уже еще в 2002 году. Там это все происходило пилотным проектом. На сегодняшний день данные две республики Российской Федерации, они достигли очень высоких показателей, что уже, будем говорить, фактически данные программы находятся на рубеже завершения. И положительная практика других субъектов Федерации, она показывает, что программа приносит прежде всего пользу жителям, когда многоквартирный дом, который, будем говорить, сначала, имел невзрачный вид, он превращается именно в хороший дом для комфортного проживания, когда меняются кровли, утепляются фасады, заменяется лифтовое оборудование, которое на сегодняшний день в Республике Крым на 70% изношено. Поэтому проблема большая стоит перед фондом и прежде всего и перед жителями многоквартирных домов, потому что без активного участия жителей нельзя будет достигнуть больших и положительных результатов. Поэтому я обращаюсь, пользуясь случаем, обращаюсь ко всем жителям многоквартирных домов, прежде всего провести собрание, выбрать председателей домов, выбрать уполномоченных лиц для взаимодействия именно с региональным оператором, чтобы правильно организовать и провести капитальный ремонт. Спасибо. Михаил Алексеевич, у нас есть звонок с вопросом от телезрителей. Давайте послушаем. Прошу прощения, звонок сорвался. Михаил Алексеевич, скажите, пожалуйста, в каком законе Российской Федерации говорится о том, что собственники жилья в многоквартирном доме обязаны все-таки делать этот взнос на капитальный ремонт? Что это не добровольное желание, а именно обязанность собственника? Жилищный кодекс Российской Федерации, 169 статья, там гласится, что действительно это обязательный взнос для собственников имущества в многоквартирном доме. Я подчеркиваю, что это обязательный взнос для собственников. Потому что у нас зачастую люди путают собственника с лицом, которое, будем говорить, проживает по договору социального найма в муниципальной собственности. И приходят очень часто обращения, что люди, не имея собственности, к ним приходит квитанция. На сегодняшний день, будем говорить, это больной вопрос, недоработка и местных органов власти, когда до сих пор они не ввели в свои реестры данную собственность, либо по причине передачи из казны до сих пор не оформили это право собственности. Поэтому работа продолжается. Сегодня приезжали ко мне из сельских поселений, главы сельских поселений, Свольнинского сельского поселения, Жанкойского района. Проговаривали этот вопрос уже с некоторыми муниципальными районами. У нас уже заключены договора на возмещение минимального взноса со стороны властей на разных уровнях. И будем говорить, я еще раз подчеркиваю, что это обязанность именно собственников. Люди, которые, будем говорить, арендуют данные помещения, у них нет такой обязанности. Угу. А скажите, пожалуйста, как рассчитывается размер оплаты за капитальный ремонт? Размер оплаты рассчитывается, он зависит от величины общей площади принадлежащего имущества, за исключением лоджий и балконов. И, соответственно, простое арифметическое умножение на 6,16. За квадратный метр, то есть 6 рублей 16 копеек. А что делать гражданину, если в платежке допущена ошибка? Например, фамилия или какая-то другая, в площади квартиры? Прежде всего, просьба не паниковать. Сразу должно быть прямое, официальное обращение в региональный оператор. Причем желательно не просто звонок, а сразу пишите письменное заявление на мое имя с приложением документов, подтверждающих право собственности, паспорт и СНИЛС.
Все это в копиях, пожалуйста, можете воспользоваться как электронным отправлением, так и обыкновенным почтовым заказным отправлением. Направляйте в наш адрес на улицу Сергея Оценского, город Симферополь, почтовый индекс 295 011. Спасибо большое, Михаил Алексеевич. Телезрителям я хочу напомнить, что наша программа сейчас идет в прямом эфире. Вы можете звонить сейчас к нам в студию и задавать задавать вопросы, которые вы хотите, чтобы вам дали пояснения или какие-то ответы на вопросы, связанные с взносами на капитальный ремонт в многоквартирных домах. Михаил Алексеевич, мы идем дальше. Скажите, пожалуйста, куда поступают деньги, которые граждане будут оплачивать за капремонт? И каким образом они будут расходоваться? Извините, пожалуйста. Денежные средства на сегодняшний день у регионального оператора открыто 80 счетов для формирования фонда капитального ремонта. Из них это один общий котел, куда поступают денежные средства тех домов, которые в соответствии с жилищным кодексом либо не успел реализовать свое право, либо выбрал сознательно счет регионального оператора, а также 79 специальных счетов, открытые адресно на те дома, которые выбрали региональный оператор владельцем спецсчета. И эти денежные средства аккумулируются на этих счетах конкретных домов и будут в дальнейшем потрачены именно на конкретные дома, которые люди выбрали спецсчет. Есть ли, может быть, возможность посмотреть через интернет или каким-то образом узнать, какие средства на данный момент находятся? Ежедневно мы опубликуем каждое утро статистику о том, сколько денег поступает на тот или иной счет. На сегодняшний день данная сумма уже составляет 13 миллионов 900 тысяч рублей. Это по Республике Крым? Да, по всей Республике Крым. А как узнать, вошел ли твой дом, например, в программу капитального ремонта по Республике Крым? До какого года действует эта программа и по какому принципу определяется, войдет этот дом в программу капремонта или нет? Региональная программа разработана и утверждена постановлением Совета министров номер 753 от 30 ноября 2015 года, где каждый житель может посмотреть, в какой период будет производиться все виды работ, указанные в жилищном кодексе, а их 6 основных видов, а именно ремонт кровли, фасада, замена или ремонт лифтового оборудования, внутридомовые инженерные системы, подвалы и фундаменты. Там указано 10 778 домов, и под каждый вид работ указан предельный срок проведения капитального ремонта. Почему предельный? Потому что если мы с жителями, в данном случае, кто выбрал спецсчет, насобирали денежные средства для проведения хотя бы одного из видов работ, то жильцы вправе на общем собрании принять такое решение, что провести раньше, чем установлено постановление Совета министров. Спасибо. Давайте мы еще вернемся к этому вопросу. Сейчас послушаем вопрос от наших телезрителей. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, я обращаюсь к вам по такому поводу. Если квартира не приватизирована, капитальный ремонт оплачивается? Спасибо за ваш вопрос. Если квартира, она не приватизирована, соответственно, она принадлежит органам муниципальной власти, то есть она муниципальная. Поэтому обратившиеся жительницы республики я настоятельно рекомендую прежде всего обратиться в администрацию того муниципального образования, где проживаете, заключить договор соцнайма, и, соответственно, вам нет необходимости оплачивать данный взнос на капитальный ремонт. Потому что, будем говорить, еще раз напоминаю, что это обязанность собственников. То есть в данном случае человек не является собственником, является собственником муниципалитета. Да. Спасибо большое. У нас есть еще звонок. Связь еще не наладилась. Скажите, пожалуйста, Михаил Алексеевич, если коснуться
пени, да? Что грозит тем людям, которые не будут вовремя осуществлять взнос за капитальный ремонт? То есть будет ли какая-то пеня начисляться, какие-то штрафы? То есть, потому что многие люди сейчас еще в неопределенности находятся, не знают, может быть, да, чем это грозит. Вот расскажите, пожалуйста, об этом. Ну, прежде всего, хотелось бы не пугать жителей такими, будем говорить, мерами, и не хотелось бы их применять, потому что, будем говорить, на сегодняшний день этот платеж, еще раз напоминаю, он абсолютно новый. Прежде чем применять какие-то штрафные санкции, мы должны понимать, что действительно человек, либо он становится систематическим неплательщиком, и тогда действительно применять к нему какие-то будем говорить, меры воздействия, там, штрафные санкции, судебные тяжбы, привлекать в дальнейшем там, по положительному решению суда и службу судебных приставов. Ну, пеня идет после 2 Конечно. месяцев? Не оплата, я имею в виду. В соответствии с законодательством Российской Федерации, да, мы обязаны применять штрафные санкции тем людям, которые вовремя не исполнили свою обязанность. Но я говорю еще раз, как руководитель, не хотелось бы применять это. Ну, будем надеяться на сознательность наших граждан, прежде всего, я говорю, жильцов в этом. звонки в региональный оператор поступают. Очень часто люди приезжают. Сегодня приезжала жительница Керчи. Представьте, какой путь человек проделал, чтобы прийти на персональный прием, получить разъяснение. Я когда увидел, что действительно человек приехал из Керчи, я просто, знаете, мне приятно было, во-первых, как руководителю, что я вижу, что у женщины животрепещущий вопрос, я ей постарался доступно все рассказать. Женщина впоследствии просто поблагодарила за разъяснение, и вопросы, которые она задавала по тому же платежному документу, что некорректно были написаны данные, и вплоть до одной буквы у людей вопрос возникает. Как оплатить, где оплатить. Еще раз хочу напомнить, что оплачивать лучше в отделениях банка РНКБ, которые не принимают, не берут комиссионных за проведение данного платежа. Остальные коммерческие банки, к сожалению, они принимают. Они также могут принять платеж, но это будет уже с комиссией. Спасибо, Михаил Алексеевич. Давайте послушаем вопрос от телезрителей. Добрый вечер. Добрый вечер. Меня зовут Галина, я жительница дома по адресу улица Совхозная, 4. Вот у нас такая вот ситуация. Дом 5-этажный, кровля в аварийном состоянии. Уже на протяжении 5 лет мы писали, обращались, и как вступили в Российскую Федерацию, нам, в принципе, было сказано позапрошлый год, что деньги выделены, и крыша будет ремонтироваться не за средства жильцов. Буквально приходили, замеряли, все смотрели. Сегодня или вчера звонили жильцы, сами уточняли, сказали, по новому постановлению вы попадаете аж на 28 год, то есть, как там по постановлению прописано. То есть, как нам теперь быть, если деньги были выделены, письма, все это зафиксировано, сейчас нам отказывают в ремонте, то есть никто не собирается. Хотя мы знаем, что 2 года как деньги выделены, никак не отремонтируют. Как нам быть? Вы имеете в виду, деньги выделены по программе именно капремонта? Что вы были в этой программе? Да, именно наш дом, по старому постановлению было сказано нам, что дом попадал, а сейчас по-новому мы уже не попадаем. Деньги были выделены на капремонт нашей крыши, нашего дома. Я попросил бы, чтобы девушка оставила прежде всего контакт свой. Спасибо за ваш вопрос. После эфира я обязательно с ней свяжусь. Хотелось бы получить более конкретную, исчерпывающую информацию, потому что то, что сейчас прозвучало в студии, надо выяснять, почему действительно есть... Кем выделялись деньги, на что выделялись деньги, вообще, потому что, будем говорить, есть 434-е постановление Совета Министров, это 2-летний план об освоении тех 654 миллиона, которые выделены из федерального бюджета. Там указаны все адреса конкретно 384 домов. Изменения в этот план никто не имеет права вносить без согласования Фондом содействия реформирования ЖКХ. Я думаю, что это, прежде всего, говорю, я прошу, просто оставьте свой контактный телефон, я обязательно свяжусь и выясним. И если нужен наше участие в этом вопросе, то я хотя бы подскажу людям, как
есть законные способы, чтобы перенести данный вид с 28 года на более ближайший срок, чтобы, как бы, если действительно кровля требует кратчайшего срока для проведения капитального ремонта кровли. А при составлении вот этой программы проводилось обследование домов, как-то вот анализ этой ситуации всей по состоянию дома? Да, у нас в республике есть, опять же, я говорю почему, региональный оператор провел большую работу совместно с Министерством жилищно-коммунального хозяйства. Разработаны порядка 24 нормативно-правовых акта, которые регулируют именно порядок проведения капитального ремонта. Один из них – это 264-е постановление о проведении технического мониторинга. Он фактически, будем говорить, первый был принят. И на основе которого в 2015 году было проведено, будем говорить, не в полном объеме все освидетельствование, потому что, он говорит, проведено было визуальное, без составления технического именно обследования, которое требует больших финансовых вливаний, потому что, будем говорить, чтобы провести именно техническое мониторинг, нужно провести инструментальное обследование. Но для первичного достаточно было получить информацию от муниципальных органов власти, ее обобщить, и в дальнейшем нам, тем более в жилищном кодексе прописано, что данная программа каждый год должна быть актуализирована. Спасибо. Михаил Алексеевич, у нас есть звонок от телезрителей. Добрый вечер, мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос. Алло, говорите. Сорвался звоночек. Скажите, пожалуйста, Михаил Алексеевич, вот если все-таки еще вернуться к тому, вот как выбрать счет, да, вот, на который будут перечисляться эти деньги за капремонт. Меня вот интересует это в первую очередь, потому что я тоже являюсь председателем дома, и люди задают вопросы. Вот каким образом? Вы говорите, это нужно собрать общее собрание, да, жильцов, и определиться, люди должны проголосовать, вот какой счет они выбирают. Да? То есть вот один счет, я так понимаю, это вот счет непосредственно фонда вашего, да, регионального фонда капитального строительства. Это может быть управляющая компания. Если таким простым языком, да, понятным для людей верно. объяснять. То есть управляющая компания, с которой на сегодня у нас заключен договор. Да? Да. Что еще это может быть? Либо может я также выбрать спецсчет и доверить место управляющей компании. Если, допустим, многоквартирный дом находится в непосредственном управлении, есть еще одна из форм управления, когда управляет именно совет дома многоквартирным домом без образования юрлица. И тогда вот таким домам предоставлена возможность, не только таким, но и всем домам, возможность, когда люди могут доверить ведение спецсчета региональному оператору. Ну это как ОСМД вот тоже, да? Да, типа совершенно. Да. Вот. А как определить правильность выбора? Прежде всего, хотелось бы, чтобы люди понимали, что это должна работать экономика. Люди должны понимать, сколько денежных средств нужно потратить на ремонт кровли, фасада, внутридомовых инженерных систем, подвалов, фундамента, на замену одного лифтового оборудования. Поэтому как бы тут нужно прежде всего подойти грамотно с экономической точки зрения, чтобы это было действительно, будем говорить, не то, что будем говорить легитимный, он будет легитимный в любом случае, но и правильный выбор, чтобы не просто, будем говорить, вот мы хотим на свой дом, но и выполнимо для самих людей, это цель, которую они перед собой ставят, чтобы это прежде всего выполнить. Те виды работ капитального ремонта, чтобы они были выполнены качественно, в срок и хорошо. А как часто можно будет снимать, например, деньги, да, на нужды дома или на произведение именно этого капитального ремонта с этого счета? То есть это сами люди решают? То есть, например, там прошел год, накопилась определенная сумма. Вот надо заменить, например, там какие-то стояки, к примеру, да, вот, холодной воды. Вот люди могут решением собрания взять часть денег и направить вот с этого счета на замену, например, стояков холодной воды. Если это специальный счет многоквартирного дома, отдельного многоквартирного дома, да, люди вправе распоряжаться своими денежными средствами по решению именно общего собрания
Собрали они условно 1,5 миллиона рублей, сумма достаточная, которая для проведения капитального ремонта кровли. Провели общее собрание, решение приняли. Все, можно приступать к процедурам уже к дальнейшим. И выбора подрядчика, и разработки проектно-сметной документации первично, и выбора подрядчика уже в дальнейшем. Если с региональным фондом, то тогда непосредственно уже взаимодействовать. Тогда уже тогда уже идет полное взаимодействие с региональным оператором. Еще хотелось бы подчеркнуть для жителей Республики Крым, что выбор подрядчиков региональный оператор проводит на основе постановления правительства Российской Федерации номер 615. Это абсолютно новый нормативно-правовой акт, который регулирует данную процедуру. Он касается и он определяет именно порядок отбора подрядных организаций для проведения капитального ремонта для регионального оператора. Спасибо. И в завершении скажите, пожалуйста, есть ли категории граждан, которые освобождены от оплаты взноса на капитальный ремонт? Или, может быть, какой-то процент могут оплатить? В соответствии с федеральными законами и республиканскими законами есть такие категории граждан. Все категории, которые пользуются на сегодняшний день по услугам жилищно-коммунальных услуг, у кого есть льгота, она точно так же распространяется и на взнос на капитальный ремонт. Если мы затрагиваем тему 70-летних, 80-летних одиноко проживающих, да, действительно, 29 декабря прошлого года Владимир Владимирович Путин подписал указ о назначении льготы 70-летним одиноко проживающим 50 в размере 50% и 100% для 80-летних одиноко проживающих. На сегодняшний день в республике разработан такой нормативно-правовой акт, он проходит согласование, и после его принятия данная льгота, норма будет работать. Напоминаю еще, что со всеми департаментами, управлениями социального соцзащиты у нас подписано соглашение с 1 сентября по 2016 года до 1 сентября 2017 года. Каждому льготнику предоставлено право заявить эту льготу, и в этот период мы производим перерасчет. Поэтому, пожалуйста, уважаемые жители, льготники, наши уважаемые пенсионеры, не торопитесь, не спешите, не создавайте ажиотажа. Время у вас впереди предостаточно. На сегодняшний день мы готовы принимать по 50 человек. Очередь, она формируется. Но есть случаи, когда вот действительно, когда видишь, еще вот живой пример, опять же, приведу на этой неделе. Приехала женщина на такси, абсолютно слепая. Я вижу, что у нее там прибор висит, белая трость у нее в руках. Приехала на такси, чтобы получить эту справочку. Тут же, будем говорить, я дал команду своим сотрудникам, чтобы в первую очередь, есть категория людей, к которым надо относиться с пониманием. Без очереди тут же обслужили женщину. Дал команду своему водителю, чтобы ее отвезли даже домой. Он говорит, знаете, хочется относиться по-человечески, прежде всего, к уважаемым людям и поэтому... Спасибо большое, Михаил Алексеевич. В одной из наших следующих программ мы как раз-таки пригласим представителей Министерства труда и социальной политики и расскажем именно более подробно о том, каким категориям граждан на сегодня положены льготы при оплате взносов за капитальный ремонт. На сегодня у нас уже все. Наша беседа подошла к завершению. Большое спасибо, что вы пришли к нам сегодня в студию и рассказали, дали пояснения нашим телезрителям по вот такой актуальной и важной на сегодняшний день теме. Телезрителям я напомню, что мы говорили о взносах на капитальный ремонт многоквартирных домов. Выяснили, кем они собираются, на что их потратят, а также узнали, как рассчитывается размер оплаты за капитальный ремонт дома. На вопросы отвечал генеральный директор некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Крым» Михаил Баландин. На этом все. До встречи в понедельник в 19:00. Хорошего вам вечера. Спасибо, что смотрели нас.